Добрый день. Спасибо вам большое. Я знаю, ваши дни в Абхазии сейчас очень насыщенные. Тем не менее, вы нашли для нашего канала время, чтобы с нами побеседовать. Огромное спасибо, очень вам благодарна. Я беседую с политологом Сергеем Маркедоновым. Сергей Мирославович – ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности, ведущий научный сотрудник Института международных исследований. Я полагаю, речь идет о МГИМО. Да? Совершенно Конечно. И главный редактор журнала «Международная аналитика», тоже МГИМО. Правда же? Спасибо. Да, все верно. Сергей Мирославович, на российских федеральных каналах очень много политических шоу с участием экспертов разного плана. Это журналисты, международники, политологи, экономисты, иногда даже представители культуры, которые прямого отношения к политике не имеют. Тем не менее, известные люди тоже участвуют. Но почему-то на этих площадках я не вижу вас, не вижу многих других экспертов, которые на более высоком интеллектуальном уровне с задачами или проблемами, которые там обсуждаются, они справились. Вы скажите, пожалуйста, вас разве на эти площадки не зовут? Спасибо, очень хороший вопрос, хорошее начало беседы. Зовут довольно охотно и часто, но я уж не знаю, как сказать, к счастью или к сожалению, я отказываюсь. Потому что шоу – это не тот формат, с моей точки зрения, где происходит содержательное обсуждение. Происходит, во-первых, банальное переругивание. Я вел много секций на конференциях, я привык к определенному порядку. Говорит один человек. Можно говорить, действительно, не утруждая излишними деталями телезрителей, можно это проговаривать. Но это, не должно быть упрощенчество. Потому что, к сожалению, происходит дичайшее упрощенчество. Сложная проблема, она сводится к тому, а давайте вдарим, а давайте там покажем Кузькину мать, да, всему миру, желательно, в натуральную величину, как покойная бабушка моя говорила. И вот, собственно, к этому все и сводится. Это называется таким мачизмом, да, вот кто круче, что скажет, кто загнет, кто оппонента, так сказать, вот таким крепким словом подавит. И в результате, собственно, содержательные проблемы не обсуждаются. Я против того, чтобы аудиторию оглуплять. Когда некоторые у нас, господа товарищи, говорят, people схавает, если, вы знаете, скармливать вот это, то мы будем ориентироваться на какие-то худшие образцы на самом деле. В человечестве все есть на самом деле. И какие-то высокие образцы, и худшие. Вопрос, на что ты делаешь ставку, что ты воспитываешь. А все-таки, вот скажем, с кем бы из известных телеведущих российских вы пообщались бы, если вам предложили, скажем так, углубленное интервью? Вы совершенно правильно ставите вопрос. Я, если и соглашаюсь на какое-то участие или беседу, я не соглашаюсь на шоу категорически. Формат, как у Владимира Высоцкого, 40 душ посменно воют, накалились до бела, не мой. Если это формат, то журналист, я, может быть, еще один, возможно, мой оппонент, где мы достаточно уважительно можем поспорить. Опять же, уважительно. Не по принципу «ты сам дурак, ты лысый, а ты там волосатый», да, а с какими-то аргументами. Это важно. С кем из российских телеведущих было бы интересно общаться, с кем готов был бы? Вы знаете, я бы с Познером пообщался с удовольствием, но у Владимира Владимировича, который Познер, а не Путин, да, есть такая черта, он больше любит генералов. Ему нравятся директора, ректоры, вот простых экспертов он не так любит. Чемпионы ему нужны. И я, в принципе, понимаю, наверное, его резоны. В любом случае, это человек, который дает раскрыться своему визави. Естественно, мне очень нравится Федор Лукьянов и его формат. Вот это, так сказать, передача «Международное обозрение», которая продолжает старую добрую международную панораму. Я когда был школьником, я, конечно, смотрел Александра Евгеньевича Бовина. Тем более мы один университет заканчивали, Ростовский государственный университет, и было всегда интересно. И мне нравится вот этот формат «Международного обозрения», который Евгений Александрович Примаков вел, теперь Федор Александрович Лукьянов. Но большая проблема, что в «Международном обозрении» они редко, крайне редко, почти никогда не обращаются к постсоветскому пространству. Почему так, можно только, так сказать, гадать на эту тему. Но если вот такое предложение, можно было бы пообщаться. Наверное, если говорить о каких-то форматах шоу, в принципе, большая игра. Может быть. Хотя на самом деле, мне кажется, что вот тот изначальный формат, высокий, который был, такая интеллектуальная дискуссия, он, к сожалению, стал подменяться такой простотой.
в последнее время. Но это, по крайней мере, можно рассматривать как вариант. Вы исключаете полностью общение с таким журналистом, как Дмитрий Гордон? Да, интересный и крамольный вопрос, честно говоря. Мне не нравится категорически политическая позиция Дмитрия Гордона. Мне кажется, что в вопросе ситуации на Украине он многое упрощает и подает односторонне, в том смысле, что у него, у России эксклюзивная ответственность. Вот буквально недавно я общался с корреспондентом самого ведущего, самого многотиражного кипрского издания, и по тем вопросам, которые она мне прислала, я понял, что такого измерения, как конфликт Украины и Донбасса, там просто нет. Вот в этом уравнении нет такой переменной. Странно, чтобы она не была. Сейчас не вопрос о том, плохо, хорошо, но просто она должна быть. Вот мне кажется, что у Гордона нет такой, наверное, переменной тоже. Но здесь же вопрос, позовет или не позовет. Да? Если бы позвал, я бы, наверное, не исключал полностью, потому что мне кажется, что серьезная полемика важна. И если бы я со своими взглядами мог поспорить с подобного рода журналистом, где-то задать ему неудобные вопросы со своей стороны или какую-то фактуру, и не позволить это превратить в избиение младенцев со стороны интервьюера, может быть, это было бы и полезно. Хотя уверен, что многие коллеги в моей стране не были бы в восторге, и даже, может быть, кто-то бы начал писать, что это там предательство. У нас любят по поводу и без с такими ярлыками разбрасываться, к сожалению. Я была намерена наш разговор построить немножко в другом ключе, но ситуация серьезно изменилась. Вот как раз вы находитесь в Абхазии, когда произошло очень важное событие. Это признание Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики Российской Федерации. И я хотела бы у вас спросить, я, кстати, сегодня уже успела почитать вас в Фейсбуке. Вы написали, что мы живем в новой реальности. Скажите, это был единственный вариант разрешения этого вопроса? Вы знаете, у меня с Абхазией сложилась уже своеобразная личная традиция. Когда началась пятидневная война в Южной Осетии, я первых 3 дня этой войны пробыл в Абхазии. И вот встречался тогда с Сергеем Мироновичем Шамбой, как раз еще, хотя если по-абхазски склонять нельзя, Шамба, да, мы обсуждали эту ситуацию, еще звонки в Москву, еще была, в общем, очень непонятная история, ведь Москва очень долго была страной статус-кво и к ревизионизму не прибегала, несмотря на очень многие обращения и с Цхинвала, и с Сухума на эту тему и так далее. Сейчас Москва больше от такого внешнеполитического минимализма к внешнеполитическому максимализму подходит, и ревизионистские практики становятся востребованными. Ваш вопрос единственный и не единственный, но никогда в истории не бывает абсолютно единственного варианта. Всегда вариантность есть. И в этом случае тоже? Да и в этом случае тоже на самом деле. Я думаю, что здесь вариантность была возможна. И на самом деле признание ведь просто закрывает одну главу и открывает другую. Если кто-то думает, что на этом все закончится, то вряд ли. Но, собственно, ведь и в Абхазии, и в Южной Осетии закрылась одна страница и открылась другая. Ведь, да, мы можем говорить, что Абхазия, Южная Осетия получили гарантии безопасности, получили социально-экономическое восстановление с помощью России. И вопрос силовой ломки, скажем, статус-кво, который имел место примерно с 2004 по 2008 год, в случае с Южной Осетией это там Малая Тлеоканская война 2004-го, в случае с Абхазией это когда Грузия в Чхалте разместила так называемое правительство в изгнании, назвав это сердцем Абхазии, которое стало под контролем Тбилиси. Вот всего этого сейчас, всех этих художеств нет. Означает ли это, что наступил конец истории? Конечно, нет. Пришла новая повестка дня. Вопросы военные отступили на второй план. Встала проблема собственного внутреннего развития. Того, что та же Абхазия и Южная Осетия должны доказать, что они не просто случайные единицы на этой карте. Что это признание дает какие-то новые возможности и перспективы. Я думаю, что в случае с ДНР и ЛНР тоже возникают вопросы. Первый вопрос, который все обсуждают, границы, да, поскольку ДНР и ЛНР, их не было автономий. Например, была Абхазская АССР, да, в составе Грузинской ССР. Я сейчас не говорю там плохо или хорошо, много лет формировалась определенная элита.
Многие из тех, кто встал во главе де-факто абхазского государства, прошли опыт. Там, Азган, например, Гудаутского райкома, там, Багапша, Чамчирского, Ардзенба, академический опыт и так далее, депутатство в Верховном Совете СССр. То есть был достаточно серьезный политический управленческий опыт. В случае ЛДНР такого опыта все-таки не было. И те люди, которые стали во главе, это несравнимые по потенциалу управленцев люди, которые были и в Абхазии, и в Южной Осетии. И депутаты, и управленцы, и так далее. Конечно, встает вопрос, а какова будет реакция Запада. Ведь в случае 2008 года, ну так скажем, по большому счету, эта реакция была не сильно жесткой. Да, то есть были ритуальные танцы по поводу территориальной целостности и так далее. Но не было реальных санкций. Вообще вес Грузии и вес Украины разный. Ну, не только, ну, смею заметить, что не только вес Украины и Грузии разный. Я думаю, что все-таки вес Абхазии и Южной Осетии и вес других вот республик, которые сейчас рождаются, тоже разные. В принципе, мы хоть с вами говорим об Абхазской ССР и так далее. Государственность у абхазов не началась с автономной республики. У нас немножко другой путь, другое прошлое, поэтому я понимаю, что копать это долго и попробовать идентифицировать эти конфликты, эти войны, эти проблемы и так далее, это очень большая проблема. Хорошо, ну давайте вот все-таки продолжим нашу тему. Мы все вот под впечатлением событий, которое сейчас вот произошло, мы переживаем и понимаем, что не все так будет легко. Вы сказали, что вот сейчас интересная реакция Запада, но ход все-таки должна сделать Украина в первую очередь. Ну, понятно, что Украина будет согласовывать свои действия с Западом и так далее. Каким будет этот ход? Вы знаете, я бы не стал тоже в такой, знаете, излишне упрощенческой манере говорить, что Украина совершенно не субъектна, что вот все решает Запад. Но мы видели, собственно, выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Не то, чтобы Западу это нравилось. Я просто довольно неплохо представляю себе историю с денуклеаризацией Украины, когда Украину во многом даже американцы чуть больше... что такое денуклеаризация? Отказ от ядерного оружия. Да? Есть прекрасные исследования на эту тему, например, Владимира Олеговича Печатного, которые показывают, как американцы пытались Украину оставить без ядерного оружия побыстрее. Тогда у нас интересы с ними совпадали. Ну так вот иногда бывает. Потому что американцы хотели видеть одну ядерную державу, как был СССР, а не 4. Вот. И когда Зеленский заявляет, что а почему бы не ядерное оружие, ну, американцы не в восторге от этого. Здесь у них определенные инстинкты могут сработать с нами вместе. А если украинцы захотят, допустим, я имею в виду украинцы, не весь народ, естественно, а власть, в том числе и какие-то силовые демонстрации, не обязательно они будут согласованы с Западом. Ну а что, разве Саакашвили во всем сверялся с Западом? За 3 недели до конфликта 2008-го был визит Штайнмайера в Тбилиси. Я был как раз в Тбилиси в тот день, когда Штайнмайер привез свой план, который, кстати, Сергей Лавров одобрил. Хотя тот план предполагал, между прочим, даже возвращение беженцев. Очень чувствительный для Абхазии вопрос. Но Саакашвили решил форсировать это, не слишком даже считаясь с интересами Запада. Кстати, например, Грузия, как и Украина, к слову сказать, не признали Косово. Поэтому сказать, что Украина вот будет действовать все, как им подскажут, все да не все. Украина останется в формате митингов, там, площадей, вот скажем, да, вот таких вот действий, или все-таки вооруженным путем что-то изменить попытается? Здесь, вы знаете, вот еще один пункт, возвращаясь к предыдущему вопросу. Признание, оно формирует много новых неопределенностей. Да, вот с Минском вроде некоторые обнуления, а дальше, а как ответит Украина, а как Запад? А Россия, она ограничится только вот признанием или, если будет, например, какая-то провокация или регулярные провокации с украинской стороны или что-то другое, много вопросов. Скажите, какая самая главная упущенная возможность для Украины? Чего они не сделали вовремя, вот, чтобы не произошло то, что произошло вопрос, сейчас? на самом деле. Вы знаете, на Украине был такой политик, государственный деятель, на мой взгляд, забытый, Кушнарев. В свое время он был главой администрации президента и был главой Харьковской администрации. Его, по-моему, назывались мемуары, сейчас не уверен в точном воспроизведении, как-то записки контрреволюционера. Он довольно жестко принял первый Майдан 2004 года, был причастен к так называемому Северодонецкому съезду, который пытался противодействовать еще и первому Майдану.
Человек очень интересной судьбы и биографии, на самом деле, не вовремя погибший. Да, вот очень много обстоятельств, там конспирологии, всякой слухов. Он погиб во время охоты. В чем его ценность в нашем в чем вопросе? ценность для Кушнарева? Кушнарев говорил, Украина должна быть федеративным государством. Он это говорил задолго до всякого Евромайдана, до Крыма, до Донбасса и так далее. Ряд украинских политиков еще в 90-е, притом ведь не только с Востока, был такой известный западноукраинский политик Вячеслав Черновил или Черновол, который был диссидентом, который преследовался в советское время, был узником совести, украинский националист, ну такой лайт-националист, конечно, да, мягкий националист, который говорил, что Украина должна быть федеративным государством, она разная. Проблема Украины в том, что не просто она состоит из разных частей. Ну вот вы меня можете перебить, сказать, Сергей, ну вот Архангельская область тоже не похожа на Чечню, а Белгород совсем не похож на Ингушетию. Правильно. Но проблема в том, что Украина составлена композиционно так, что не просто она из разных частей состоит, а эти разные части были в составе разных государств и империй, которые друг с другом воевали. Я считаю, что Украина упустила шанс в самые 90-е. Она могла стать государством федеративным, разделенным суверенитетом, где регионы могли бы получить многое. И не надо было бы им тогда смотреть куда-то по сторонам, да, в сторону других государств, искать в ином и отечестве счастье. Как вот Зеленский, когда еще был КВНщиком и квартальщиком, да, а не президентом, он сделал такой номер про Крым, да, там в чужом краю не ищут счастья, на мотив Аллы Пугачевой, да, там не отрекаются любя. Но это все замечательно, но вы сами сделали, уважаемые украинские политики, ситуацию таковой, что ваши отдельные части, как пришел кризис, стали смотреть по разные стороны, потому что что-то в том государстве оказалось не рабочим. И почему 12 тысяч украинских военных в Крыму, украинских, я подчеркиваю, с украинской присягой и украинским паспортом перешли на российскую сторону? Они были просто предатели. Не уверен, что так можно говорить. Их не устроило многое в государстве, где вот их особый интерес, особую субкультуру не хотели видеть. А Минские соглашения, в чем их ценность, с моей точки зрения, была? Это была перезагрузка украинского национально-государственного проекта. Потому что много чего говорят об Украине, и вы знаете, когда-то еще в бытность Кучмы президентом он написал книжку «Украина не Россия». И вот я тогда был в Киеве, меня пригласили на радио и говорят, вот как вы относитесь к такой книге? Я говорю, ну знаете, эту книгу можно было назвать «Украина не Польша», «Украина не Венгрия», «Украина не Саудовская Аравия». Да, она, конечно, не Россия, но важно понимать, Украина не Галиция. А вот в условиях 2014 года Украина не Майдан. Когда нам западные коллеги говорят, 1 миллион человек собрался на Майдане, я говорю, а я сразу соглашусь, что 5. Но на Украине было 45 миллионов. И 40 остальных по-разному смотрели на ситуацию. Почему-то считается, что это мнение не важно. Вот его можно как-то выкинуть, им пренебречь. А почему в сущности люди в Донбассе или в Крыму, они второго сорта, что ли, по сравнению с теми, кто в Киеве? Минские соглашения теоретически открывали возможность для интеграции Юго-Востока, для создания неконфликтной элиты, в которой взгляды прозападные с провосточными, с пророссийскими были бы вместе, и эти элиты могли бы вместе строить общее государство. Хорошо, а Минские соглашения вели к федерализации Украины или... Они открывали создание государства, где майданная точка зрения не была бы доминирующей, где Украина не скукоживалась до Майдана, а она была бы вот той разнообразной Украиной, которой она была и должна была быть. К сожалению, этот шанс в значительной степени упущен, наверное. Не то чтобы навсегда. Я вообще противник таких концепций. Никогда, навсегда. Не бывает ничего вечного. В истории все меняется. Но этот шанс, к сожалению, упущен. Скажите, вот мы еще не ответили на вопрос реакции Запада. Что ожидается в ближайшее время? Ну, пока то, что там принимаются какие-то персональные санкции по отношению к лидерам ЛДНР, но я сомневаюсь, что там Денис Пушилин собирался завтра поехать там покататься на лыжах в Канаде где-нибудь или посмотреть Альбертину в Вене. Вряд ли, у него другая планида, он ее выбрал. Вопрос, насколько это будет бить по российским экономическим отраслям, а это, в свою очередь, может закрыть или не до конца закрыть диалог с Западом. Я не считаю, вот когда у нас тоже вбрасывают такие вещи, нам вообще с ним не о чем разговаривать. Ну как понять не о чем? Разговаривали с Западом и в период холодной войны, и в период даже жесткого ядерного доминирования американцев в 50-е и 40-е годы. Все равно мы живем не в вакууме, мы будем разговаривать и, собственно, даже должны разговаривать. Но хорошо бы, чтобы в этом диалоге российские легитимные интересы учитывались.
А зачастую происходит так, что их отождествляют с одним человеком. Но один человек, он важен, конечно. Да, мы знаем имя этого человека, но все не сводится к его интересам исключительно. Есть интересы, которые предполагают, что Россия живет в безопасном соседстве, Россия развивает отношения, когда ее взгляд принимается во внимание, как минимум. Скажите, Россия, вы писали, что у нее есть, хотя чиновники и политики не любят это озвучивать, но они это понимают, да, есть красная линия. В данном случае перешли за красную линию или остановились у красной линии? Очень важно понимать причинно-следственные связи, да, вот в таком вопросе, понимать, что стало спусковым крючком. Строго говоря, ведь признание Абхазии и Южной Осетии – это даже не пятидневная война. Это план Саркози, который был в Москве с таким пунктом, как международные консультации по Абхазии и Южной Осетии. Москва готова была бы на это согласиться, никто не хотел излишне рисковать. Но когда тот же Саркози приехал в Тбилиси и вдруг этот пункт как-то таинственным образом испарился, это стало триггером, да, для того, чтобы признать. Что стало спусковым крючком здесь? Я думаю, совещание 10 февраля по высоких представителей нормандской четверки. Когда стало понятно, что Украина Минские соглашения выполнять не хочет, она не хочет перезагружать свой государственный проект, притом при Зеленском гораздо в большей степени, чем при Порошенко, вот такой парадокс. А Запад в лице двух членов четверки, Франция и Германия, давить на нее, чтобы она выполняла, не хочет. Тогда могут давить только Штаты, а Штаты тем более не хотят. Потому что Штаты могут себе позволить конфликт в Европе. Германия, Франция нет, Штаты могут. Почему нет? Они далеко находятся, это не их непосредственные границы и так далее и тому подобное. Я думаю, что это стало неким спусковым крючком для решения Москвы. Санкционная война против России, она будет жестче? Вот это сейчас, наверное, один из самых главных вопросов. То есть будет ли эта реакция жесткая или она будет в значительной степени такая вот, ну, рутинно-церемониальная. Ну, там 3 чиновника внесут списки какие-то санкционные. Мы же понимаем с вами, что это терпимо, да, ну, так цинично говоря. А вот если это коснется, конечно, более серьезных вопросов, да, то, конечно... Как вы думаете, что имеет в виду Хакамада, если вообще вы серьезно ее сегодня воспринимаете, когда она говорит, что все это приведет к распаду России? Это серьезный анализ? Ну, вы Вывод знаете, хотел. Ну да. я не люблю, когда к истории подходят как к кальке. То там кто-то про Гляйвиц говорит, кто-то говорит про распад России. Ну, не распадается Россия сезонно, да, вот как бы так сказать, как вот Советский Союз. Для распада СССР были свои предпосылки. То, что России может быть в каком-то смысле хуже, то, что Россия получает не только какие-то выигрыши, но и риски, да, с этим согласен. А пытаться кликушествовать... Я не это думаю, говорю что не это... потому, что я одобряю вот такие вещи, просто потому, что мы с опаской, кстати, воспринимаем вот такие анализы, потому что мы понимаем, что за этим может последовать хаос, который Я может скажу быть и так парадоксальную далее. вещь, даже в Грузии, ну, которую не назовешь дружественной державой для Абхазии, с опаской относятся очень многие к распаду России, потому что тогда Северный Кавказ остается один на один с Грузией. И что такое Россия, ну не в распаде, а в предраспаде, видели в начале 90-х годов в том числе. Поэтому нормальные люди это воспринимают с опасением, потому что Россия удерживает очень много сложных процессов вокруг себя. Для того, чтобы не произошло то, о чем мы сейчас сказали, видимо, очень важный вопрос границы, до которых Россия дойдет. То есть та же красная черта, вот красная линия, о которой мы говорим, где вот она сейчас должна остановиться. Ну, для России была красная черта, очевидно, чтобы в случае с Донбассом не было попыток повторения сценария «Сербская окраина» 95 или там Южная Осетия 2008, когда государство материнское ликвидирует де-факто государство или пытается это сделать. Я не считаю, что вопрос признания ведет автоматически к какому-то распаду. Ну хорошо, Франция признала Косово, и что Корсика вышла из состава Франции? Или Канада признала Косово, что Квебек попросился на выход? Мне кажется, это такие во многом эмоционально досужие рассуждения. Ну, в таком случае давайте вот вмешательство Запада во внутренние дела России, насколько они могут быть серьезными? Ну, сейчас меньше, чем раньше, в том смысле, что какая-то
там публичная деятельность, общественная деятельность, во многом связанная с западными структурами, ограничена. И я не думаю, что здесь можно вот, всерьез говорить о каком-то вмешательстве Запада. Я знаю, что много в России есть фобий на эту тему и так далее. Большая проблема, к сожалению, в том, что у нас оценивают конкретные конфликты и конкретные кейсы не потому, что люди знают ситуацию на Земле, а у них есть общеполитическая позиция. Если ты антипутинист, то тогда Россия должна распасться, Россия – это авторитарная страна, все, что делается, это исключительная эволюция режима и так далее. Если это, Вы антипутинист? Если да, то В этом какого смысле- разлива, скажем так? в этом смысле не антипутинист, да, в том смысле, что… И в этом вопросе я вижу, вы поддерживаете это решение, это да. Я но- считаю, что ты можешь по-разному относиться к персоне первого лица. Я, кстати, могу честно сказать, я голосовал за Путина один раз в 2000 году, после ни разу не голосовал. Почему в 2000 голосовал? Считал вопрос преемственности власти не в результате революции и какого-то переворота важнейшим, фундаментальным для нашей страны. Но я могу по-разному относиться к персоне первого лица и не совпадать с ним в каких-то оценках, но я считаю, что Россия должна быть сильной. Россия будет всегда в любом случае влиять на ситуацию в своем ближнем зарубежье. Да, это будет зона особых и привилегированных интересов, как и для любой страны. И я не хотел бы, чтобы, честно говоря, мою критику Путина со мной разделял бы американский политик. Или влиял бы через мое мнение таким образом. Если мы хотим менять свою власть и ее корректировать, это наше внутреннее дело. Это не дело американцев. Я не советую американцам, насколько им либерализовывать вопрос там, в отношении меньшинств и так далее. Это их вопрос. Нравится, пожалуйста. Но тогда не надо учить меня или мою страну с огромной традицией государственности и так далее, как нам вести. У нас есть свои правила игры, и мы как-то сами разберемся. Я не считаю, что кто-то приватизировал патриотизм, что у кого-то есть выкупленный копипаст. Часто об этом в Абхазии Копи- говорят, копирайт. монополия на Да, патриотизм. копирайт, что да. вот я запатентовал патриотизм. Если у меня есть какие-то сомнения, я их излагаю. И, кстати, вот когда говорят, что в России там ничего невозможного, в своих каких-то записках или аналитических материалах я вполне себе могу высказывать и критические оценки. Еще раз говорю, у меня нет какого-то персонализированного, гипертрофированного Мне кажется, если ты божествения. любишь свою страну, ты Конечно. должен быть честен во всем, в том, что ты делаешь, тоже вот, да. Кстати говоря, ваш пост, по-моему, утром вы выложили, я, правда, время как-то не обратила на это внимание, но он сопровождался интересными комментариями. На один комментарий я обратила внимание. Может быть, этот комментарий имеет отношение вот к вопросу, о чем мы говорили, реакция Запада и так далее. Очень интересный комментарий. Там некто написал, что мы стоим накануне 1984 года и перед выбором между мемуарами Гвицинского и дневником Черняева, по-моему, да, это помощник Горбачева, насколько Да, я я помню, знаю, да. мол, Гвицинский заместитель типа, чтобы министра иностранных читать дел. их на ночь, да, вот такой комментарий интересно был, почему 1984 год? Потому что люди некоторые считают, что в истории калькировано все повторяется. Не повторяется, история индивидуальна. Можно говорить о каких-то уроках полезных, полезном опыте и так далее. Но никогда не будет вхождения в реку второй раз. Поэтому, когда нам рассказывают, что в России там сталинизм, нет, сталинизм – это определенные реалии аграрного общества, которое индустриализируется. Нет этих реалий сейчас близко и быть не может в России. Мы исчерпали тот формат модернизации, который при Сталине был, и никакого сталинизма в России нет. Есть определенная, скажем, Ну, может быть, 84 год имеется в виду то, что мир Перестройка стоял или накануне, нет, накануне Третьей мировой войны. Накануне Третьей мировой войны. Гвицинский, я насколько помню, дипломат, он был послом по особым поручениям в Америке. Кстати, он вел переговоры по поводу Он заместителем ядерного министра был оружия и так иностранных далее. И интересные вещи, в общем-то, с ним связаны. И мемуары его, кстати говоря, очень интересные. Но речь идет о том, что человек, который написал этот комментарий, считает, что настолько серьезная ситуация, настолько она опасная, что мы стоим практически накануне войны, он хотел это сказать. Но в то время имелась в виду ядерная война. Не настолько сегодня жесткая ситуация. Я не думаю, что здесь вопрос о ядерной войне. Бывали посложнее ситуации и клинчи в период холодной войны и так далее. Сейчас ситуация сложнее отчасти, наверное, в том, что таких четких двух полюсов нет, как это было
в период холодной войны, может быть, это отчасти было проще, чем сегодня. Я еще раз повторю, я не думаю, что можно прямые делать кальки и какие-то параллели, а мемуары читать всегда полезно. Если вы не против, мы перейдем ко второй части нашей беседы. Я знаю, очень трепетное у вас и, с моей точки зрения, правильное отношение к тематике Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Причем, насколько я знакома с вашими работами, такого оголтелого какого-то шовинизма или национализма, ничего такого нет, и поэтому многие с уважением, я вижу, вас комментируют в Фейсбуке. Вот я понимаю, что тема очень большая, но иногда тезисы тоже дают не меньше, чем, скажем, вот такое расщепление проблемы. Мы можем сейчас с вами обозначить самые главные такие ключевые моменты из истории Второй мировой войны, которые подвергаются фальсификации. И вот буквально вокруг вот этих тем очень много всего и в литературе, и в интернет-пространстве и так далее. Какие темы вот находятся, или вопросы этой темы находятся под ударом? Что пытаются больше всего извратить из истории этой войны? Спасибо. Я абсолютно согласен, что никакого шовинизма быть не может. Собственно говоря, цель победы в Великой Отечественной войне – это то, чтобы никакой шовинизм и оголтелый национализм был бы невозможен. Это была победа над нацистским государством, государство, которое проповедовало ненависть к представителям иного, не только инакомысленно, но и просто там иного черепа, иного, как говорится, цвета кожи и так далее. Поэтому, конечно, когда мы говорим о сохранении памяти о Великой Отечественной, в этом прежде всего память. Я еще из того поколения, которое ветеранов помнил. Да, вот, я родился, моей бабушке было 50 лет, она была старшим сержантом Красной Армии. Для меня это не только какие-то книги, а в том числе личные воспоминания, личный опыт. Я все читаю, кстати говоря, и очень воспринимаю очень трепетно, потому что нас, видимо, очень изменила в хорошем смысле наша война. Я имею в виду Грузино-Абхазскую войну. Наше поколение эту войну увидело и так далее. Если до этого в школе патриотическое воспитание, советское, все это мы знали и так далее, а когда воочию сами увидели, что это такое вообще война, восприятие абсолютно другое. Оно очень, вы знаете, как живая рана. И за вашу публикацию вам большое спасибо, потому что очень много наших соотечественников тоже погибло в Великой Отечественной войне, и многие из них без вести пропали, и до сих пор находят их останки и так далее. И поэтому эта тема нам дорога очень. И я к тому говорю, что вот для бабушки и ее многих друзей и подруг, с которыми я общался, главный пафос был, чтобы войны не было. Не то, что мы можем кому-то чего-то доказать, кого-то побить и кому-то там показать мускулы, да, а вот мы хотим, чтобы были созданы условия для мирного существования, сосуществования, как угодно. Это был пафос, который некоторые пытаются исказить определенным образом, и это не очень хорошо. Что касается фальсификации, ну, здесь надо в терминах определяться, да, что такое фальсификации, потому что сейчас его воспринимают довольно широко. Фальсификация вот жестко пересмотреть, какие вопросы вот пытаются. Хорошо, но, во-первых, не надо воспринимать ситуацию с пересмотром Второй мировой войны или Великой Отечественной как некий такой целенаправленный заговор. Как часто бывает, что есть чуть ли не некий центр, который занимается пересмотром. Нет такого центра, естественно. Почему возникают эти темы вообще? Ну, во-первых, появляются и появились много новых государств, которые пытаются себя по-разному идентифицировать, им нужны какие-то герои, они обращаются к ним. Для них тот опыт, скрепляющий советский, который был не востребован, они начинают обращаться к чему-то другому. Я сейчас не к тому, что я их там пытаюсь оправдать, я говорю о понимании, да, почему это происходит. Во-вторых, прошло много лет с момента победы. Вот эта жертвенность, эта высокая цена, она начинает отходить на второй план, это воспринимают как что-то довольно далекое. А вот эта прививка, в том числе антинацистская, она тоже уходит постепенно, и начинаются какие-то возвраты к чему-то там. Какие вопросы ставятся под сомнение? Пожалуй, это роль, связанная с вкладом Советского Союза, то есть с ценностью этого вклада. Говорится, ну, слушайте, Советский Союз был тоталитарным государством, там был Сталин, ну, подумаешь, победил один тиран другого, тоже мне ценность. Но, вы знаете, наверное, если мы предоставили бы слово многим демократическим лидерам Запада, они по-иному считали, они вступали с Советским Союзом в союзнические отношения, они помогали
в том числе через Ленд-лиз, значит, они не считали, что это просто битва тиранов. То есть, раз вы уж хотите демократов крупных привлечь в союзники, ну, привлеките Черчилля, де Голля, да, речь Черчилля, посмотрите, 22 июня 1941 года, да, я вижу русского крестьянина, защищающего свой дом и так далее. Вы не знаете большего ненавистника коммунизма, чем я, говорил Черчилль, но сегодня все блекнет перед этим, да, я вижу русского солдата, русского крестьянина и так далее. Значит, что-то они находили в этом. И что-то считали важными. Для меня есть абсолютно медицинский факт. 80% всех потерь живой силы вермахта и СС пришлись на Восточный фронт. Вот это самое главное. Остальное можно спорить о деталях, а это факт остается важнейшим. Какие еще моменты? Конечно, роль коллаборантов. Много появляется такой понимающей историографии и политологии. Ну, поймите, ну что, вот он был там молодой человек, ну, пошел в полицию, подумаешь, вот, а как бы вы пошли? Ну, а как бы мы пошли? Мы же знаем примеры без как бы. Мы видели тот выбор, те реальности. Каждый выбрал свой путь так или иначе. Вот. Но вот эта попытка такой понимающей историографии есть. Понимать ведь не значит прощать. Понимаете, тут тоже очень тонкая линия. Да? Когда, допустим, мои прибалтийские или там западноукраинские коллеги говорят, ну, давайте поймем, да, вот сложная ситуация, там, допустим, Западную Украину в 1939 году только присоединили, опыта проживания в СССР совместного не было, там была коллективизация, вот они оказались между двух жерновов. Окей, в таком случае, как трагедию, я готов это рассматривать, но когда вы говорите, что слава этим героям, какие-то замечательные, вот тут вот стоп, тут вот я отказываюсь. Ведь смотрите, даже в советском кинематографе была масса произведений, которые пытались этих людей неходульно рассмотреть, понять их трагедию, да. «Белая птица с черной отметиной» фильм про бандеровское подполье. Был фильм «Никто не хотел умирать» про ситуацию в Литве с блестящим актерским коллективом. Но это не была глорификация. Да, это были жертвы обстоятельств, возможно. Да, они сделали зачастую неверный, может быть, шаг в своей жизни. Можно задуматься, можно погоревать над их судьбой, но не благословлять, не говорить, что вот это и есть истинные герои, а не Красная Армия. Потому что вот эти, прошу прощения, истинные герои вовлекались в Холокост. Вильнюс называли, как до Великой Отечественной войны, до Второй мировой, да, Иерусалимом Восточной Европы. Там рябило от числа синагог. Где это все? Я был в Вильнюсе несколько лет назад, ничего нет. Самостоятельной еврейской жизни там практически нет. А кто открывал те же самые двери концлагерей, освобождал гетто? Это были солдаты и офицеры Красной Армии. Да, можно вспомнить Бродского, да, когда там про тех, кто в столицы входил, да, но возвращались страхи свои. Было и это, конечно. И никто не говорит о том, что советский строй был самым справедливым. Но тогда можно продолжить эту логику. Ведь в 1812 году было крепостное право, и что ж, нам надо было сдаться Наполеону, что ли? Юрий Ряшенцев, такой известный поэт-песенник, в многих популярных фильмах он писал, как-то он поиронизировал немножко над Пушкиным, да, и написал так: «Россия вспрянет ото сна, но отличить ли Салтычиху от Салтыкова-Щедрина?» Вот мне кажется, надо научиться отличать Салтычиху от Салтыкова-Щедрина. Режим и те абсолютно справедливые цели, которые защищала страна в целом, даже при несправедливом режиме. Спасибо большое. На самом деле я понимаю, что много чего вы можете интересного в этом плане нам рассказать. Но, наверное, вот один из ключевых вопросов, который вы выделили, это вопрос о роли, о вкладе Советского Союза. Вот недавно абсолютно наткнулась там в интернете на интервью, опять же, Гордона с каким-то, я могу просто фамилию, конечно, не это, потому что не на слуху для меня эта фамилия, Соломин, может быть. Соломин. Солонин, да, он ему задает вопрос, кто победил в этой войне. И он вот так вот, осознанно это все было сделано, не потому что так механический человек, там, последовательность нарушил и так далее. США, Великобритания, сделал паузу потом и Советский Союз. Вот. Это, конечно, понятно. Ну, очень, я уже сказал очень про цинично, да. Вы некоторые да, цифры. Да. Не надо, понимаете, говорить о том, что там роль США или Великобритании была маленькая, но физическое бремя
победы главное, конечно, вынес Советский Союз. Но это просто факты, которые сложно опровергать. Сейчас, прежде чем я перейду к третьей части, у меня есть вопрос, вот вопрос одиночка, как я ее называю, потому что никакой части отнести не могу. Но вот в контексте всей вот этой пропаганды, информационной борьбы, которая идет, понятно, между Россией и Западом, конечно, с большим участием Украины и так далее все это время, ну, очень трудно будет, бывает, что вот, и не то, что трудно, очень легко, наверное, обмануть неискушенного зрителя. Часто показывают Псаки. Я вот про нее. Псаки теперь знает, весь мир знает Псаки. Еще и фамилия здесь сыграла свою роль. Ну скажите, что вообще это за явление? На самом деле вот она и вправду так тупит, или же российские СМИ так невкусно ее преподносят? Ну, отчасти и невкусно преподносят, но я думаю, проблема эта гораздо более широка. Вот я упомянул здесь моего коллегу и старшего товарища Федора Александровича Лукьянова, как раз общаясь с Познером, тоже упомянутым уже в начале беседы. Он сказал, что мы видим такую демократизацию внешней политики. То есть раньше внешняя политика – это вот такие джентльмены в смокингах, фраках, которые где-то в замке или дворце собираются. Ну, кто всерьез там обсуждал детали Венского конгресса, например, да, или там какой-нибудь Оснобрюкский договор, или там Мюнхенский договор, который подписывали. Это был удел высоких профессионалов, которые, так сказать, на уровне аргументов или силы могли спорить, доказывать свою правоту. А сейчас про это пишут соцсети, про это говорят представители неправительственных организаций и так далее. И, собственно, Псаки – это вот феномен такого вот демократического внешнеполитического дискурса для широкого народа, где главное не столько содержательный аргумент, сколько троллинг, сколько какой-то, так сказать, ну, может быть, и переход на личности зачастую, там, да, обыгрывание каких-то жареных фактов и так далее. На минутку переместимся, наверное, в Казахстан. Что я хочу услышать от вас? Что это было с точки зрения политолога? Ну, вы знаете, как Харрингтон писал, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Если бы революция, она бы победила. Здесь мы не видим революции. Я думаю, здесь, конечно, одна из важнейших проблем внутренняя – это переход от одного руководителя к другому. Плюс, ну, действительно, совпало это с тем, скажем, накопленным потенциалом социального недовольства, которое прорвалось. Что касается внешнего фактора, я думаю, что здесь, наверное, он переоценен. И потом, ну давайте, все-таки Майдан – это Майдан, опять же, это индивидуально. Как холодная война – это только холодная война, Майдан – это украинский Майдан. Считать, что в Киргизии, в Казахстане, в России вот будет все так под копирку, как это было в Киеве, вряд ли получится. Хорошо, а вот ОДКБ, который мы вот как-то в реальных делах увидели, наверное, вот именно на этот раз, вот скажите, эта организация, она потеряла в связи с своим участием в этих событиях или наоборот, она приобрела в авторитете, в репутации и так далее? Скорее приобрела, потому что ОДКБ воспринимали как структуру скорее бумажную, да. Многие говорили, что вот в ОДКБ есть клубы по интересам. А здесь мы увидели, что и Белоруссия, и Армения, и Казахстан, и Россия могут действовать вместе. То есть некий интеграционный потенциал обозначен. Потому что еще до появления организации был просто ДКБ, договор, который, собственно, возник из-за центральноазиатской, опять же, ситуации, Таджикистан, гражданская война в Таджикистане в свое время. Поэтому скорее, наверное, в плюс, чем в минус. Скажите, Лукашенко ближе стал к России, вот теперь уже, или он там же, где стоял? Я думаю, там же, где стоял, это достаточно хитрый политик. И вот он, мне кажется, всем своим примером доказал, что национализм – это не вышиванка, национализм – это не игра в фольклор, а национализм – это создание государства со своими собственными интересами. При недостатке ресурсов, которые у него есть, он так умудрялся лавировать. Кто раньше признает Донецк, Луганск, Абхазия или Беларусь? Думаю, что Абхазия. Как вот то, что сейчас произошло, я имею в виду с Донецком и Луганском, может отразиться на Абхазии? Короткий ответ существует на этот вопрос? Короткий нет, хотя, в принципе, эти феномены связаны, они все порождены условиями двух распадов.
распад Советского Союза, распад Ялтинско-Потсдамской системы. Происходит вот встреча двух распадов, мультипликация, поэтому размытые критерии, кого признаем, кого не признаем. Очень сложность большая с строительством национальной идентичности в государствах, возникших на основе распада СССР. Есть эти общие моменты. Но если представить себе, что Россия как-то теряет или уступает Донбасс, но ведь на этом же история не заканчивается. Будут требования как там, деоккупировать Абхазию и Южную Осетию. Да? Есть же решение Конгресса США 2011 года о том, что мы оккупировали Абхазию. Хотя оно основывается на каком-то выдуманном, наверное, сценарии и так далее. Я слишком хорошо знаю Абхазию, чтобы понимать, что здесь вопрос совершенно в другой плоскости. Но признание Абхазии, Южной Осетии России разве вызвало серьезную санкционную войну, что-то такое против России на Западе? Нет. Не было. Нет. Но Потому это что тоже вес, о многом говорит. вес правильно, потому что вес Да. Грузии и вес Украины разный. И вот я не зря вспоминал здесь слова персонажа из «Места встречи изменить нельзя» Глеба Жеглова, да, который говорил, тут у него лежбище. Украина – это центр Европы. Повестка дня для Запада европоцентристская. Мы много с вами слышали в 90-е про гражданскую войну в Таджикистане. В CNN, в западных СМИ нет. Мы много слышим там о том, чтобы социальные сети перекрашивали цвета Пакистана. Мы все Пешавар. Мы все жертвы Боко Харам. Про Нигерию. Да никому это не нужно. А Украина – это центр Европы, поэтому там более серьезный будет подход. Вы работали в РГГУ. Ну, до этого тоже мы вашу биографию, ростовскую знаем хорошо и так далее. Но что касается Москвы, основная работа у вас была в РГГУ. Затем вы переместились в МГИМО. В РГГУ у меня тоже складывалось довольно неплохо, и я совершенно там не готов кидать камни в прошлое. Кстати, ни одного поста у меня нет, где я бы там как-то вот рвал, что называется, Но с здесь вы криками, себя больше истерикой. посвящаете науке, исследованиям. Больше науки, исследованиям. Где-то мой уход спровоцирован, скажем, растущим формализмом и учебной нагрузкой, которая оставляла меньше возможностей для творчества. Я сторонник творчества, мне творчество нравится больше. И я увидел, что здесь эти возможности творческие больше реализуются, поэтому я там. Скажите, над чем вы сейчас работаете? Ну, я продолжаю наш журнал развивать, да, мы сейчас закончили процесс нашего перезапуска, и я надеюсь, что впереди у нас много интересных тем. У нас будет, кстати, очень интересный второй номер, посвященный проблеме войны и мира, силового фактора в международных отношениях. Третий номер будет посвящен в этом году теме исторической памяти, как история используется для позиционирования современных политических процессов. И, наконец, четвертый номер вообще мне близок, это тема де-факто государств. Вот, и недавно у меня вышла статья большая на эту тему, а статья, над которой я работаю сейчас, она посвящена трансформации армяно-азербайджанского конфликта. Я надеюсь, что, может быть, к майским праздникам удастся ее доделать, наконец сдать и двигаться дальше. Спасибо большое. Сергей Мирославович, я знаю, что вы на самом деле умеете очень искусно так расщеплять серьезные проблемы прямо на атомы, да. Но я, в принципе, задала вам очень много вопросов. Простите меня, что они были большие, а времени вам предоставила совершенно немного. И в одной беседе так глубоко, в общем-то, копнуть в эти проблемы, это прекрасно, я думаю, что и зритель тоже понимает, но тем не менее, то, что сегодня услышали наши зрители, бесспорно, я думаю, что им это было интересно. Спасибо Очень вам надеюсь большое. на это. Спасибо за приглашение. Спасибо вам большое. На сегодня, думаю, все. Почаще бывайте в Абхазии. Мы вам будем рады всегда. Спасибо. Это был Сергей Маркедонов.